уже начинать. Вячеслав Львович сейчас скажет. Буквально 2 слова. Да, все, что думает. О, не. Это сейчас за нецензурщину сразу привлеку. Так нельзя. Это мы к 4-му избирательному округу, с которым мы очень-очень-очень давно друг дружку поддерживаем, дружим. И, слава Богу, все. Всегда вместе. Да. Да. Ну а что? Ну, как у нас говорят, у нас президент начинает всегда что? Первая его фраза: этот год был непростым. Кто с ним не согласится? Ну, согласимся. Как в остальном соглашаемся, уж в этом точно. Ну, может быть, действительно, хотелось бы, чтобы следующий год хоть чуть-чуть был полегче, спокойней, чтобы не было столько. Доски памятные, конечно, которые мы устанавливаем, те, кто не вернулся. Дело нужное, чтобы молодые все помнили и знали, но пусть их будет поменьше, да, а лучше вообще, чтобы совсем бы не было, да, поэтому дай Бог, чтобы, как раньше говорили, мирное небо, да, пусть будет мир, пусть будет спокойно, ну и всем, конечно же, Господи, мы уже все, наверное, кто-то постарше, кто-то, наверное, моих лет, кто-то помоложе. Все равно возраст есть, никуда не денется. Дай Бог, чтобы и здоровье было, и семьи радовали, и внуки, и у кого правнуки есть, чтобы было все хорошо, всем счастья и много-много удачи. Удачи много не бывает, поэтому пусть ее будет много. С Новым годом! Есть еще волонтерская группа, она очень большая, у нас 500 человек. И работает, я уже как всегда больше, не скрывайте. больше 500, да. 500. И работаем мы по многим направлениям, в принципе, все, наверное, уже много раз я всем говорила. Мы шьем, мы плетем сети, мы варим обеды, сушим их, льем свечи, делаем сухой душ. Пятиточечники, плащи пончо, для госпиталя много чего отшиваем, то есть работа огромнейшая. И каждое направление, на каждом направлении у нас есть свои ответственные люди, есть люди, которые помогают деньгами очень много. Ну, то есть группа вообще у нас очень такая отзывчивая, замечательная, вот просто называется «Добрые сердца Балашихи», и это действительно собрание каких-то добрейших людей, ответственных. Я не знаю, вот я там что-то кликаю, надо что-то сделать, все отзываются практически вот в один миг. То есть я таких людей редких никогда не встречала, наверное. Очень хорошие у нас люди. Вот, спасибо всем огромное. И вот сегодня, завершая год, у нас тут немножко задержались наши награды. Ребята вот привезли с фронта, вот, поэтому я хотела бы сейчас вот наших волонтеров, отличившихся, наградить вот этими медалями, да, с вашего позволения. Так, Светлана Анатольевна Опря, Бедсветочка. Немножко скажу, так, встанем вот сюда. Немножко скажу, Светлана, ну, практически с самого начала работы, начала с маскировочных сетей, а сейчас главный у нас человек по плетению кикимора. Это для разведки, для снайперов, такая накидка мощная, работа огромная, кропотливая, и вот Светлана этим занимается. Спасибо огромное. Балашова Валентина Васильевна вам не пришла. Не пришла. Так, Косарева Наталья Ивановна. Тут 2 медали. От фонда «За отчизну», который тоже потерялся, и от ребят с фронта, от воинской части, это от Тимохия. Вот вы видите там наш Тимоха. 2 медали, Наташа. Наташа тоже. Наташа
Наташа тоже, она с самого начала у нас. Мы только когда собрались, объявили, Наташа появилась тут же и тоже начали сети плести, упаковывать все это. Вот даже фотографии там смотрела с 22-го года, вот этой осени. И ну там все вот наши эти девочки. Спасибо огромное, Наташа. Так, Ольга Петровна, она, к сожалению, приболела. Я еще два слова скажу, Да. сюда же, да? Ага. Вот кто делал, вам спасибо огромное. Ведь знаете, как говорят, может быть, не очень часто уместно это вспоминать, но тем не менее, это у победы много отцов, у поражения нет. И каждый хочет примазаться, и каждый хочет. То, что вы начали на самом деле делать, планово, вся группа, да, потихонечку, которая собиралась, у кого-то это вызвало, казалось бы, ну весь народ объединяется. Ну, наверное, действительно, я тогда не жил, понятно, но вот родители то, что рассказывали, единение, которое было в Отечественную войну, наверное, и сейчас такое же, да. Но, к сожалению, у нас есть, я не могу сказать непорядочные, ну, скажем так, странные люди, которые даже здесь пытаются как-то, вместо того, чтобы объединиться и вместе делать, да, что-то утянуть, что-то выдать за свои достижения. Это всегда очень обидно, с одной стороны, но вы молодцы, Светлана Ивановна. Вам спасибо, что вы совершенно спокойно к этому отнеслись, да, и просто продолжали свое дело делать. Ну, Бог вас даст, я думаю, Он все видит, поэтому и та благодарность, которая от людей, от ребят приходит с фронта, кого отправляли, и наша, это очень дорогого стоит, поэтому дай Бог сил и на это внимание, на все эти... Мы не обращаем внимания. Да, плюем на них и все. Да. И продолжаем свое дело. Спасибо. Победа будет за нами. Да. Да. И я сейчас хочу позвать Иришу Сергеевну Минкину, нашего замечательного... Не-не-не, вот так вот, вот сюда. До свидания. Не надо, потом. У нас есть еще чего. Да, Ира у нас тоже очень-очень давно тоже начинала с сетей. Я не знаю, мне кажется, более патриоты, я вообще не знаю. Вот я патриот, и Ира патриот. Ира очень много помогает, и материально помогает. И печек, сколько они наделали этих буржуек, это огромная помощь. И вот сейчас Ира и сушит эти продукты для сухих обедов. Ну это вот просто, я не знаю, ну вот много всего. И каждое утро я там пишу: благодарим Ирину Минкину за значительные там денежные пожертвования там. И каждый раз это большие суммы. Спасибо огромное, Ириша. Так, ну это потом. Кто-то не пришел. Ольга Петровна, к сожалению, не пришла. Это у нас тоже мощный такой человек, который, она больной человек, у нее там тяжелые болезни. Но, несмотря ни на что, я вообще восхищаюсь. У нее, конечно, характер мама дорогая, кто ее знает. Вот, но она при всем при том, она великая дружница, потому что вот она решила, что она будет делать эти. Ей трудно делать было маскировочные сети, ей нельзя с руками поднимать руки наверх. И она взялась делать нашлемники тоже для разведки, для этих. Потом, значит, она говорит: Светлана Ивановна, я буду делать костюмы Лешего. И это тоже так нужно там на фронте для разведки, для снайперов, это прям вот это. И костюмы, которые делает Ольга Петровна, все в восторге, потому что, говорит, такой красоты мы не видели. То есть она, конечно, очень старается. Ну, к сожалению, она сейчас немножко плохо себя чувствует, поэтому пожелаем ей здоровья. Ну и все, начинаем. У нас в гостях сегодня... Давайте. К сожалению, сейчас у нас на округе, вот здесь по Юбке, 23 семьи, у кого люди ушли. И, к сожалению, буквально недавно еще мы одного не досчитаемся, не вернется. Давайте просто минуту молчания, прежде чем вспомним. Спасибо ребятам скажем, кто там.
Просто чтобы, пусть это будет вот последняя потеря, дай Бог, чтобы все остальные, кто там, раненые, здоровые, лишь бы вернулись. Спасибо. Ну, а теперь можно и отвечать, наверное, да? Теперь у нас, знаете, по традиции, наверное, это у нас в гостях, как всегда, ансамбль чувашской и русской народной песни «Трансимер». Родные. Да. Называется по-русски «Родные». Но действительно, они у нас прям как родные. Смотрите, какие красавицы. И сейчас они нас порадуют своими выступлениями. Замечательно. Крепкого, удачи, благополучия, чтобы в ваших семьях, как всегда, любили, уважали старших. Всем здоровья, самое главное. Ну, мы начинаем. Белым снегом давайте вместе. По которой
можно я немножко расскажу вообще вот про вас немножко, да? Вот я вообще горжусь, что в нашем городе есть вот такой ансамбль. Они вообще такие народные и вообще, по-моему, такие любимые. Вот весь этот год у них прошел на площадках, смотрите, каких, да? На концертного зала «Зарядье», да? По дня подряд. Да, значит, ВДНХ, это, я не знаю, мне кажется, вообще все лето было. И потом они участвовали в программе «Музыка в метро». Они в метро пели свои песни. Вы знаете, это тоже, мне кажется, мы просто должны гордиться, что у нас. И на манеже. Да. Тоже от метро. И на манеже. То есть вот представьте, да, это вот наши вот эти вот девочки. Замечательные. Победители всяких конкурсов, я тоже горжусь, что вот я их знаю и люблю. И самое главное, они наши. Наши. Да. Наши. Это основное. Да. Я помню, как мы тут на улице начинали. Да, на улице. Столько пели, да. Уже давно лет много. Ну, а мы теперь еще давайте споем, наверное. Ах, судьба. Никто нас это не венчал.
Вам огромное спасибо. Я бы еще с удовольствием послушал, остался. Но под Новый год прийти без бутылки шампанского — это неправильно. Да? Большая просьба. Да? И конфетки заесть, если можно. Спасибо. Потому что... Спасибо большое. Да. Вручите Просто... гармонисту. Гармонисту? Они просто... Тогда гармонисту тогда мы сейчас... Для компании. Нет, компания, да, но это... Мужское дело открывать. Правильно? Все, вот. Так что это будет правильно. Все, вам спасибо огромное. Да, все. Спасибо Всего большое. доброго. Спасибо. Спасибо, всем счастья еще раз. До свидания. До свидания. Я когда-то была молодая, мне в окошко светила луна. Появилась прядка седая, и луна мне теперь не нужна. Появилась прядка седая, и луна мне теперь не нужна. Ты сумел растопить во мне льдинку, и луна стала ярче светить. Попрошу я у дождика сынку, чтоб тебе на свидание сходить. Попрошу я у дождика сынку, чтоб тебе на свидание сходить. Я надену красивое платье, выйду в ясную лунную ночь. Что с моею душою творится, не поймет моя юная дочь. Пройдет время, и дочка полюбит, и взгрустнет, и заплачет не раз. И мое запоздалое счастье пусть спросит моя дочка сейчас. И мое запоздалое счастье пусть простит моя дочка сейчас. Деревенька. Не вижу. Деревня моя, деревянная дальняя, смотрю на тебя я, прикрывшись рукой, ты
ночь, голубая ночь. Встречи, и первым отводишь свой взгляд.
то не вечер.
время. Мы не задержимся. Куда вы торопитесь? Нет. Давайте подмосковные вечера все вместе. Да. Все вместе слышны в саду даже шорохи. Все здесь замерло до утра. Если знали вы, как мне дороги подмосковные
спою. Я думала, вы устали уже. Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег над рекой. Выходила на берег
приходите свататься. Я не стала его целовать. Видите, я не брала. Давайте лучше вот со всеми вместе. Виновата ли я? Потому что... Давай, такую. Сейчас я раздам, Чуваш. я уже вышла. Ой, спасибо. Мне нравится. Как Дед Мороз. Я как всегда. Зачем она не видит? Она не будет. Не я. Выбираю жениха, приходите
Давай это зимнюю песню хотя бы, давай споем. Снег, снежок. Белый? Да. Нет, он давно его не В играл. Юговополе завыло, ой, люто, 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 на свидание, наверное, не торопится никто. Ой, снег, снежок, белая метелица, говорит, что любит, только мне не верится. Ой, снег, снежок, белая метелица, говорит, что любит, только мне не верится. Бьет о стекла, бьет по крыше, бьет по каменной трубе. Не глухая, слышу, слышу, мне самой не по себе. Ой, снег, снежок, белая метелица, говорит, что любит, только мне не верится. Ой, снег, снежок, белая метелица, говорит, что любит, только мне не верится. Через это завывание, через белую пургу на 10-е свидание я сегодня не пойду. Ой, снег, снежок, белая метелица, говорит, что любит, только мне не верится. Ой, снег, снежок, белая метелица, говорит, что любит, только мне не верится. Ой, вы ветры и бураны, и глубокие снега, разрешаю вам буянить, но не дальше четверга. Ой, снег, снежок,